Лимпиада – лыжный фестиваль. В Коми Республике более 10 лет проводят состязания по этому национальному виду спорта. В селе Большой Луг Карткировского района ежегодно старый млад соревнуются на гоночных лыжах, охотничьих лызях и, конечно же, лямпах. Все знаем, что из себя представляют современные гоночные лыжи. А вот отличие охотничьих лызей от лямп в том, что при одинаковых размерах охотничьи лызи подбиты снизу камусом. Гоночные лыжи, они в Коми подходящий климат для лыжного спорта. Полгода можно тренироваться. Мой дед в детстве мне сделал лыжи из бочки, и они были похожи на лямпы. Я не помню такого, но дедушка говорил, что как только я начал ходить, сразу встал на лыжи. Лямпиада – это история. Молодые теперь и не знают, что такое лямпы. Раньше на них отцы и деды ходили в лес. От лямп произошли гоночные лыжи. Лямпа больше гоночные лыжи. Нынче в моде лыжи пластиковые или из специальной клееной фанеры, хотя дешевый ширпотреб до сих пор деревянный. Сегодня лыжи производят в основном для занятий спортом или для забавы. У нас же в Коми для таежных охотников они были и остаются важным и необходимым средством передвижения. В древности до изобретения колеса и приручения лошади это вообще было единственное техническое средство передвижения зимой. Более того, по авторитетному мнению ученых, лыжи были средством расселения народов. Продвижение в эпоху мезолита и неолита производилось пешком, зимой на лыжах. В Сыктывкаре в Национальном музее республики представлено древнейшее средство передвижения по снегу. Найдено оно было в 1960-х годах в Книшпаговском районе, близ села озеро Синдар, на первом Висском торфянике. Тогда археологи нашли фрагмент лыжи со скульптурным изображением головы лося. То, что это была старинная лыжа, было всем понятно. Но вначале многие не задумывались и даже сомневались в том, что эта лыжа может быть действительно очень древней. После экспертизы, проведенной в Эрмитаже, стало ясно – находка уникальна. Возраст древнего средства передвижения довольно солидный – порядка 8000 лет. Для примера, самая древняя египетская пирамида была возведена около 5000 лет назад. На сегодня наша лыжа самая древняя из найденных на планете. Лыжа, обнаруженная во время экспедиции Григория Михайловича Бурова в 1964 году, датируется эпохой мезолита, 6-м тысячелетием до нашей эры. И на сегодняшний день является древнейшей находкой лыж. И ранее считалось, что самая древняя лыжа была обнаружена в Норвегии, но она датируется более поздним временем. На сегодняшний день пока подобных аналогов, находок такой лыжи нет. Фрагмент лыжи сохранился благодаря консервации в толще торфяника. В составе находок первого Висского торфяника были найдены также лук, санные полозья и другие предметы, характеризующие быт человека эпохи мезолита, жившего у озера Синдар. Санные полозья, они считаются такими предвестниками лыж. Человек на них перевозил добычу, привязывая ее вот к этим бескопыльным саням. И именно поэтому у саней мы видим отверстия, с помощью которых крепилась веревка. У санного полоза есть еще и впереди на ходовой части небольшой выступ в виде крючка. И похожий же выступ мы видим и на нашей волшебной лыжи с изображением головы лося. Функциональное назначение у них примерно одинаковое. За эти выступы можно было крепить веревку для того, чтобы тащить за собой как и санные полозья, так и лыжи. И с помощью вот этих выступов можно было тормозить, поднимаясь в гору. Сама лыжа синдарская с этой волосиной головкой. И исследователи всегда ее интерпретируют, что якобы вот эта головка для тормоза. Каким образом тормозить с помощью этой головки можно? Я не знаю, честно говоря.
Но то, что она имела какие-то магические свойства, это 100%. Потому что то, что изображалось на каких-то вещах, оно в древности имело именно магический смысл. Действительно, эта лосиная головка, она давала ходоку на лыжах скорость не просто лося, а священного лося. И, видимо, это предание о Йиркапе имеет архетипический сюжет какой-то, очень такой древний сюжет, именно об охотнике на лосях. Лыжи у него были такие тоже волшебные, сродни вот этим лыжам. Одной из самых известных коми-легенд является сказание о коми-охотнике Йиркапе. Это предание исходит из глубины веков. Согласно ему, именно Йиркап обнаружил Синдарское озеро и включил его в свои охотничьи угодья. Йиркап был великим охотником. Из аспу, волшебного дерева, он смастерил себе чудесные лыжи. Они подчинялись мысленным приказам охотника и обладали невероятной скоростью. Печь не протопилась, а герой успевал слетать на свои промысловые угодья за 300 километров от села и вернуться обратно. Причем они приводились в движение, в действие именно с помощью сознания. Там Йиркап куда подумает, туда они несут. То есть не продолжение ног были, как обычные лыжи, а продолжение мышления его, продолжение сознания. Йиркап с такими лыжами стал самым удачливым охотником, от которого не мог убежать даже быстроногий голубой олень. По сюжету Йиркап убивает этого оленя. Свою гибель Йиркап также нашел на озере Синдар. В мифологии коми существовало несколько причин смерти героя. По одной из версий, напоила Йиркапа вином его мачеха по совету колдуньи, предварительно выстирав в вине его портянки. Злая колдунья погубила Йиркапа. Он утонул в озере, пытаясь перейти его на своих знаменитых лыжах по ломкому льду. До сих пор место, около которого утонул легендарный охотник, называется Йиркап-Уф. Сам сюжет, то, что Йиркап бежит за этой лосихой или оленихой, которую убивает на склоне горы, он древнейший, он вообще-то евразийский сюжет. Он фиксирует с одной стороны свадьбу, а с другой стороны воцарение. Он фиксируется по северу Евразии особенно, и от Ивенков и заканчивая Европой западной. Йиркап встает в ряд вот таких вот героев, как вот, допустим, Lemminkäinen там, или там Манги, Ивенкийский там, ну и ряд других. На протяжении веков охота была важным занятием коми. Этот промысел, можно сказать, был основной профессией коми-мужчин, а порой и женщин. Охотники нередко вели промысел на расстоянии сотен километров от своего дома, часто за Уралом. Такого рода деятельность предполагала исследование огромных территорий. Основным средством передвижения по зимнему бездорожью были лыжи. Современные лыжи полегче. У моего отца лыжи были обиты целиком камусом. Предположим, после холодов, если резко потеплеет, снег не будет прилипать к лыже. Если камус был правильно подготовлен, то есть зверя выловили в определенный период, то такие лыжи будут служить нескольким поколениям. Каждый охотник-промысловик имел в своем распоряжении две пары лыж. Одни лыжи, обитые мехом лося или оленя, которая называется лызь.
и простые деревянные лыжи, лямпы или гольцы, которые служили охотнику в сырую погоду. Кстати, такие лыжи изготавливают и по сей день. Технология претерпела, конечно, некоторые изменения, но все же основы мастера передают из поколения в поколение. Ну вот это деревья с сучьями, конечно. Ну, вот попробуем, посмотрим. Это я смотрю, насколько она закручена. Вот это дерево, оно закручено, как и большинство. Основной фактор, чтобы не было сучьев и чтобы структура шла ровно. В старину такие лыжи для охоты каждый охотник мастерил себе сам. Сегодня лыжных мастеров сравнительно немного. Традиции лыжного дела продолжает Сергей Анатольевич Подоров из Нившеры. Он потомственный мастер. Поиск материала для изготовления лыж занимает довольно много времени. Во-первых, нужно найти нужное дерево. Чаще всего делают лыжи из ели. Этот материал лучше всего подходит для изготовления лыж. Соотношение твердость, крепкость и легкость оптимально считается, и ее не особо ведет. Сама структура нормальная, но сучья не позволяет. Одна лыжа только выйдет, даже пара не выйдет. На лыже получается уязвимое место. И чем больше сучок, тем больше вероятность, что это место может быть уязвимым. Поэтому мы идем дальше искать. При выборе материала мастер должен учитывать несколько факторов. Это целая наука. Чаще всего материал готовят зимой. Искать подходящее дерево, говорит мастер, нужно непременно на убывающую луну. Буквально 2-3 последних дня. Именно тогда дерево содержит минимальное количество влаги. Коми всегда бережно относились к природе, и все его дары использовали очень рационально. Поэтому на лыжи выбирали дерево определенного размера, чтобы из него получилось 2 пары лыж. Он еще молодой, и из него больше пары не выйдет, поэтому смысла нет его рубить. Нету сучьев больших, раз то, что оно прямое, структура идет вертикально по стволу. На вид нормальное вроде дерево. Посмотрим. Ну вот, это дерево более-менее на сегодня лучше нам уже не найти, наверное, в этом месте. Реже для изготовления лыж используют осину. По словам мастера, такие лыжи гораздо легче еловых и считаются самыми лучшими и дорогими. Это, так сказать, высший пилотаж. Но изготовление таких лыж требует особого мастерства. При сушке осина может деформироваться и принять ненужную форму. Как следствие, лыжи не получатся. Осину сложнее распознать. Вроде бы она ровная, такая красивая, а тоже со временем ее ведет от перепада влажности и температур. Мастера такие есть, которые 3 слоя клеят, вот из осины как раз. Из осины вроде месяц делал человек, а потом они промочили лыжи насквозь, там где-то полчаса, что ли, шли по броду этому. И на следующий день у него лыжи как доски стали. Некоторым нужна осина, а у нас в Нившере елка – это стандарт. Издавна дерево мастера раскалывали прямо в лесу. Сергей Подоров считает, что в лесной чаще в снегу сложнее работать с деревом, а значит, велика вероятность ошибиться. Поэтому он привозит дерево к мастерской и уже здесь работает с ним. 187 швам. Лыжи не должны быть длинными. Человеку будет сложно в них передвигаться. В среднем 187 сантиметров. И потом, нужно знать комплекцию и рост человека. Исходя из этого,
размеры могут немного измениться. То есть, если человек плотнее и выше, соответственно, лыжа будет шире и длиннее. Нужно рассчитать, чтобы он не проваливался в снег. Но более 190 сантиметров лыжи не делаю. Начнем. Сначала мастер делает небольшой выпил. Затем с помощью деревянных клиньев раскалывает дерево на 4 части. В старину мастера пользовались, конечно, только топором и клиньями. Корабельное бревно. Ну вот эти лыжи. Одну пару лыж, по словам мастера, можно сделать примерно за 2 недели. Процесс изготовления очень трудоемкий и длительный. Проходит в несколько этапов. Конечно, нужно, чтобы снег растаял. Тогда рисовать легче. Прорисовываем профиль. Заготовка должна быть толще самой лыжи, чтобы было, так сказать, пространство для маневра. Ведь дерево после сушки станет тоньше. Мне удобнее рисовать. А раньше как делали? Ну, можно, конечно, и не рисовать, а сразу вырубить лишнее. Но мне так легче работать. Сначала нужно отмерить и вырезать заготовку для лыжи. И вот такая заготовка для лыж у нас получилась. Конец лыжи помещают в специальный металлический сосуд и ставят в печь. После того, как вода в сосуде закипит, лыжу вытаскивают и сгибают, помещая на специальное приспособление в виде колоды с вырезом по нужной дуге изгиба. В старину часто концы лыж не выгибали, а выстругивали загиб из деревянной заготовки. Затем лыжу с приспособлением ставят на пару минут в печь, чтобы закрепить изгиб. После того, как лыжа просохнет, поверхность нужно вручную выровнять с помощью рубанка. Обязательно нужно до конца высушить, иначе ее снова поведет. Когда холодно, более 2 недель сохнет. Галицы, лямпы, каждый охотник делал себе сам. Но обивка камусом требовала особого мастерства. Поэтому лызь изготавливали опытные специалисты. Камус – это шкура с ног лося или оленя. Камусовая обивка позволяла лыжам не скользить назад. Вот этот камус хороший. Ворс должен быть не длинным, поэтому некоторые просят не использовать куски выше колен животного. Этот камус нужно выделать, очистить от остатков мяса животного, иначе в сырую погоду мех будет мокнуть, а остатки мякоти будут гнить, и лыжи будут портиться. Перед тем, как натянуть камус на лыжу, ее вымачивают в течение суток. Затем сырые шкурки сшивают и заклеивают на лыжу с помощью сосновой смолы. Смолу мастера готовят тоже сами.
После того, как камус переклеили к лыжам, мех практически сразу расчесывают. Он должен стать ровным. Места швов подбивают. Они становятся практически незаметны. Так при ходьбе трение будет меньше, а, соответственно, ехать будет легче. После оклейки лыжу снова сушат в течение нескольких дней. А после выступающие края камуса по бокам аккуратно срезают. При изготовлении лыж, по словам мастера, все процедуры нужно выполнять очень точно и в срок. От этого зависит качество лыж. Предположим, если некоторыми процедурами пренебречь, например, не выровнять мех, то после сушки его уже нельзя будет уложить. Или если не до конца просушить лыжи на каком-либо этапе, изделие будет испорчено. Охотники очень трепетно относились к своим лыжам. Так лыжи с камусом не использовали в сырую погоду, не заносили в помещении, пока не просохнут, чтобы не портился мех. На лыжи, обитые камусом, требовалось убить несколько животных, так как мех брался только с нижней части голени животного. Поэтому такие лыжи в старину стоили очень дорого. Ну вот сюда ушло 4. Сюда 3 камуса. Раз, два, три, 4. Здесь вот колено, а, соответственно, мех длиннее. Некоторым охотникам это не нравится. Им хочется, чтобы ворс был везде одинаковый, короткий. Так лыжи будут легче и трение меньше. Коми-охотники и сегодня активно пользуются лямпами и лызями. В них охотник не проваливается в снег. Камус держит лыжи, когда охотник взбирается в гору. К тому же на лызях охотник тише продвигается по лесу. Камус заглушает звук при ходьбе. А значит, охотнику легче подобраться к животному. Лыжи издавна имели широкое распространение в повседневной жизни коми-зырян. А в начале 20 века зарождается и бурно развивается лыжный спорт в Коми. Сильнейшие лыжники-гонщики стали принимать участие во всероссийских соревнованиях. В феврале 1941 года при всех райкомах комсомола были созданы лыжные батальоны в составе от 2 до 18 отрядов. Лучшие спортсмены-лыжники ушли на фронт. Звание Героя Советского Союза был удостоен неоднократный чемпион Коми СССР по лыжным гонкам Николай Васильевич Оплесний. В 60-е годы лыжный спорт стал активно развиваться в республике. Впервые в Сыктывкаре в 1977 был проведен 49-й лично-командный чемпионат СССР на специально построенном лыжном стадионе. И первый раз команда сборной Коми АССР выиграла общекомандное первенство из 36 спорторганизаций. Начиная с этого года чемпионаты, первенства и Кубки СССР и России ежегодно стали проводиться в Сыктывкаре. Наши земляки становятся победителями различных соревнований. Василий Рочев – олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион СССР. В настоящее время работает старшим тренером сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам. Василием Павловичем Рочевым воспитаны многократные чемпионы России. Николай Бажуков – двукратный олимпийский чемпион, участник чемпионатов мира, где завоевал 2 золотых и 1 бронзовую медаль.
А также он многократный чемпион СССР. Самой титулованной и знаменитой в лыжном спорте является Раиса Сметанина, участница 5 Олимпийских игр, завоевавшая 10 олимпийских наград, из них 4 золотых. 7-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 21-кратная чемпионка СССР. Раиса Петровна вошла в десятку сильнейших спортсменов мира 20-го столетия. В 1992 году республиканскому лыжному комплексу было присвоено звание имени Раисы Сметаниной. Можно назвать еще множество имен. Все спортсмены, безусловно, вносят большой вклад в развитие спорта и имиджа республики. И когда встал вопрос о том, что может стать брендом Коми, ученый Павел Федорович Лимеров тоже принял участие в этой дискуссии. Есть у нас бренд Коми Родина лыж. Это, говорю, самый такой крутой бренд, какой можно только придумать. Сюда подходит очень много разных факторов. Коми Родина лыж, и лыжный спорт, и Сметанина, и наши Олимпиады. Это целый комплекс разных мероприятий можно соединить с этим брендом. И вот то, что сейчас вот в музее выставили эту лыжу, ну и какие другие там вещи из этого торфяника висского, я думаю, что это очень хорошо. Можно это паломничество совершать ради того, чтобы прикоснуться к такой древней святыне просто, да, что это вот, да, это вот такая вот седая древность, и вот мы к ней каким-то образом причастны.